Всем доброго дня! Небольшой обзор для земляков, для якутян. Находимся в обычном Магните. Ну, как сказать, обычный сетевой магазин, но находимся мы в городе Белореченск. Это у нас Краснодарский край, 100 километров от Краснодара. Очень интересные цены на, к примеру, бананы. 67 рублей, у нас 150, не меньше. Ну, есть мини-бананы. Так, что у нас еще интересного тут? Есть апельсины попроще, те по 94,99. Фасованные отборные, но не прям видно, да? Уже чутка подороже, 150 рублей. Персики, у нас они по 250, по-моему, по 300. Здесь вот такие вот вкусные. И главное, самое, 134. И нектарины 176. Самое главное, пахнут персиками, безумно вкусно, не как у нас, твердые, как картошка. Так, сейчас покажем, сколько стоит здесь агуша для деток. У нас она, по-моему, почти по 100 рублей, эти творожки. Ну, я это знаю, потому что у меня своих 4 детей. Так, вот у нас агуши. 29 рублей за штучку. Кстати, производится она здесь недалеко. Вот такая огромная разница в цене. Вот. Молочка. Молочка по 49 есть. Есть по 70 рублей. По 113 это какое-то прям. Есть по 59. В общем, средняя цена в районе 60 рублей. Разные варенцы. Кефиры по 59. Вот есть молоко пол-литра 20. Литрушка 29 рублей, по-моему. Так, вот литрушка 3,2 майкопская. Кстати, майкопское натуральное вкусное молоко по, ну, в общем, да, 60 рублей литр в среднем здесь за молоко. Ну вот, хлебобулочные изделия, 35 рублей батон, булка хлеба 24, 31, ну, в общем, разные, ну, больше 40 здесь, наверное, мы не увидим батоны. Колбаска здесь не сильно дешевая, но и не шибко, кстати, дорогая. Есть здесь еще, ой, как же он называется, есть здесь еще у Василковского комбината, чуть попозже покажу, мясная продукция. Качество очень хорошее и весьма недорогая. Так, мы в этот специализированный магазин надо будет ехать. Так, яйцо 149, столовая за 30 штук. Вот так вот. Есть чуть подороже. Яйцо у нас, ну, другое, 169 за 30 штук. Ну, десятки, естественно, будет стоить дешевле. Десяток яиц здесь стоит, как видим, 43 рубля. Есть яйца покрупнее, но по 55, то есть на 50% дешевле. Вот, как-то так. То есть от 50, помахайте еще раз рукой, ребенок сидит, от 50 до 70% в некоторых случаях здесь у нас цены дешевле, чем в нашем городе, в Якутске. Ну и, как мы видим, выбор здесь намного больше разной продукции. Вот у нас 100 с копейками он стоит, здесь 74. Ну, в общем, цены здесь, конечно, приятно удивляют. Что касается зарплат, они здесь практически такие же, как в Якутске. Слива желтая, слива сезонная, виноград 140 лет. Вообще все это растет у родителей в огороде. Сливы, алыча, виноград,
персики у них также есть. Есть также абрикосы и прочие прелести жизни. Вот. Единственное, по-моему, родителей не растет в огороде только нектарины. Так, кстати, овощи не показал уже, сколько стоят. Томаты 65, томаты на ветке 109. Вот. Вот редиска 72,90. Арбуз бессемянный 49,90 за килограмм. И стандартные обычные арбузы здесь 18 рублей. Едем на поле, покупаем по 8. Проблем нету. Вот такие вот цены и такой вот выбор. Вот так люди здесь и живут. Сейчас еще доедем до колбасного магазина и оттуда съемку продолжим. Вот, это Выселковский комбинат, агрокомплекс называется. Здесь большая у них производственная база в Выселках. Там и мясокомбинат, и молочный комбинат. Вот они делают и кефиры, разные молоко делают, и мясные продукты тоже очень вкусные. Так, а вот это у нас магазин правильных продуктов. Агрокомплексовский. Посмотрим сейчас здесь молочку и сколько стоит здесь мясная продукция. Сочная долина. Это краснодарский сок, кстати. Горы Кубани тоже. Крупы есть выселковские. Вот. И мясная продукция. Ливерная колбаса здесь очень вкусная. Очень вкусные охотничьи колбаски. Ну и чисто агрокомплексовская. Это у нас все молочка. Кефир. Молочко топленое. 52 по ГОСТу. 46. Ряженка 34. В бутылках чуть подороже. Вот такие цены, господа и дамы, в 2-3 раза дешевле, чем в нашем с вами городе. Ну и выбор, естественно, побогаче. Мясная продукция стоит примерно так же, как у нас. Все остальное, конечно, цены радуют. Так, самое интересное осталось. Это цены на топливо. Сразу скажу, в Крыму были, вот только приехали в Крыму, цена на бензин, да и на продукты, кстати, на продукты даже выше, чем у нас порой некоторые вещи, да не некоторые, большинство. И на бензин цены такие же точно, как у нас. Так, как здесь цены у нас на бензин? Сейчас посмотрим. Роснефтевская заправка, 95, 50 рублей 80 копеек, 46, 65, 92. Сейчас впереди будет еще одна АЗС. Ну, дороги вот такого вот качества в городе. Ну, за городом я уже вообще молчу, какого качества дороги. Понятно, что климат здесь хороший, дороги держатся долго, но тем не менее одно удовольствие ездить. Ремонтируют здесь ходовку раз в 2-3 года. Белореченск. Так, и сейчас впереди будет еще одна АЗС.
54, 51, 50, 95, 48, 92, 54, 98. Вот такие цены здесь на горючку. А нам надо поворачивать к себе домой. Вот так вот и живут люди в славном городке Белореченск. И как Марха от Якутска, также родники от Белореченска. Выехал с Якутска, заехал в Марху. Здесь то же самое. Выехал с Белореченска, заехал в родники. В родниках есть коттеджный поселок. Он строится, из-за этого пока не слишком ухоженный. Такие ворота. Огромное-огромное кольцо. И вот такая вот центральная улочка с прекрасными коттеджами. Вот так вот живут люди. По мере застройки данного поселка, данной территории полностью будут у нас асфальтировать здесь дороги. То есть, будет полное благоустройство поселка. Вот как-то так. Строится много домов, много построенных уже. 3 года сюда приезжаем, каждый год дома новые появляются все больше и больше. На любой вкус и цвет, как говорится. Вот, пожалуйста, с мансардным этажом, первый этаж, 2,5 миллиона, продается. Газ, свет, все уже заведено в дом. Только надо доделать. Ну, еще миллион, наверное, вложить придется. Вот такие вот есть домики. Вот так. Вот такой вот небольшой провинциальный городишко с таким красивым пригородом.